Автобусный тур по трассе М12. Именно в такой отправились депутаты Госсовета Чувашии, министр транспорта, представители различных ведомств. Выяснилось, что строительство новой дороги идет с опережением. А вот с восстановлением разбитых региональных и местных сетей, по которым большегрузы доставляют строительные материалы, возникли небольшие проблемы. Еще в конце июля у регионального Минстроя были грандиозные планы начать восстановление данного участка Кожевенная-Гард в августе и завершить все работы к началу учебного года. Но, как мы видим, работы до сих пор идут, а строители вышли на объект только 11 сентября. Участок дороги Кожевенная-Гард начал разрушаться почти сразу, как по нему поехали большегрузы. Дело в том, что по нормативу асфальтное покрытие выдерживает, когда по нему едет 30-тонный грузовик, но никак не дважды перегруженный. А здесь как раз такие и ездят. Начало работ предусматривалось именно в начале августа. Но, к большому сожалению, генеральный подрядчик компании «Автобан» к этому времени не нашла те подрядные организации, которые были готовы работать на субподряде и восстанавливать эту дорогу. Такой подрядчик нашелся только буквально в сентябре. Восстановить необходимо 12 километров дороги. Правда, ремонт идет вялыми темпами, констатировал Владимир Осипов. На половине дороги только убрали старое покрытие, точнее то, что от него осталось. На другой части к этому еще даже не приступили. Подготовительный этап занял достаточно много времени. Они перебрасывали сюда технику. То есть не было необходимого количества машин, экскаваторов, фрезы, другой техники для того, чтобы приступить к работе. Не хватало у них и специалистов, и они достаточно долго перебазировались на этот участок. Поэтому поздно они приступили к этой работе. Но все-таки есть надежда, что до наступления минусовых температур они эту работу завершат. А вот строительство трассы М12, напротив, идет с опережением. На этом участке в пойме Суры специалисты ждут, когда дорожная конструкция осядет, чтобы продолжить работы. А здесь осталось только провести коммуникации. Мы сейчас находимся на участке, на котором значит, готовность ориентировочно 90%. То есть тут у нас остается искусственное сооружение, обустройство, да, условно говоря. То есть это наружное освещение, да, ливневые канализации, то есть то, что все благоустраивает дорогу. Основное покрытие асфальтобетонное здесь уже уложено, за исключением только тех мест, где мы путепроводы пересекаем и мостовые сооружения. Парламентариев, отправившихся в рейд, интересовало, из какого материала сделано асфальтное покрытие и кто контролирует качество дорожного полотна. Вот здесь, на этой дороге, кто обеспечивает качество поставки строительных материалов? Контроль. Наша, да, Чувашия? Нет, наша служба качества «Автобана». Плюс наш стройконтроль. Строительный контроль заказчика, который проверяет. То есть несколько инстанций работают по этому направлению, контролируют. В этом щебне какая прочность? 800. Затронули и тему безопасности животных. Животные будут переходить безопасно над дорогой. Они над дорогой. Над дорогой, да. В целом, поездкой представители органов власти остались довольны. Правда, есть несколько нюансов, которые требуют серьезного внимания. Наша задача будет, конечно же, контролировать постоянно. Вот через 2 недели, нам сейчас сказали, там половина дороги вот этой самой Ибриси, Березовка, Кудеиха, она будет отремонтирована. Значит, 2 недели спустя я приеду сюда как председатель комитета по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству и вынужден буду смотреть, как идет работа. Вот. Ну а те трудности, сложности, которые возникают, я полагаю, они преодолимы. Екатерина Данилова, Михаил Солин, Вести Чувашия.